Старейший в России ресторан «Макдоналдс» на Пушкинской площади в центре Москвы вновь открылся после трехмесячного перерыва. В разных городах России за последнее время было временно закрыто не менее 8 ресторанов этой американской корпорации. Власти подчеркивали, что решения принимались исключительно по результатам санитарных проверок. Однако по времени они совпали с введением западных санкций в отношении России и ее ответных санкций. В городе Банну на севере Пакистана десятки вынужденных переселенцев из региона Северный Вазиристан провели акцию протеста против, как они считают, коррупции официальных лиц при распределении финансовой и продовольственной помощи. Они скандировали лозунги, утверждая, что им приходится платить за эту помощь. Из-за военной операции, проводимой властями против талибов, более миллиона жителей Северного Вазиристана были вынуждены покинуть свои дома. В столице Пакистана, Исламабаде, журналисты провели акцию памяти погибших коллег. Десятки журналистов вместе с родственниками погибших зажгли свечи 18 ноября, в канун Международного дня журналистики, и потребовали от властей обеспечить защиту работников средств информации. По данным международной организации «Интермедиа», только в этом году в Пакистане были убиты 8 журналистов и еще 32 в предыдущие 3 года. В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате открылась 5-дневная экспозиция китайского бизнеса «Жизнь в Китае». На ней представлено более 10 тысяч товаров примерно 80 китайских производителей. Это единственная выставка в странах Центральной Азии, экспозиция которой включает продукцию компаний из всех регионов Китая.